Каждого человека можно протестить на его целеустремленность. Тебе интересно это? Вот просто узнать, насколько я целеустремленный человек. Так как вся наша жизнь, она ушла в цифру, вот вся наша жизнь, она так или иначе связана с нашими гаджетами. Вот вся наша жизнь практически, во всяком случае, свободная. Если ты не работаешь там руками или ты не работаешь интеллектуально, вся наша жизнь, фактически вот весь остаток нашей жизни, он сегодня в гаджетах. Да, есть у нас все еще такая категория людей, которые смотрят телеки, но большинство молодых людей, у вас даже телеков, да, нет? Правильно я говорю? Вот просто вы можете протестировать себя благодаря этой функции, которая называется экранное время. Настолько легко это сделать. Вот знаете, если в твоем экранном времени, к примеру, там вот в этом кружочке, на игры каждый день у тебя час, на социальные сети 2 часа, на YouTube еще сколько-то там часов, и там где-то вон там 4 минуты Библия. Это говорит о том, что твоя духовная жизнь, она сегодня находится настолько внизу, настолько на таком уровне, когда она не является приоритетом твоим. Знаете, вот вообще духовная жизнь – это не про цели. Вот на самом деле твоя духовная жизнь, она не может быть ни целью, ни инструментом. Знаешь почему? Потому что, например, твоя физическая жизнь, это же, когда вот ты ешь, у тебя же нет цели, я в этом году хочу больше есть. Никто не ставит такие цели. Я в этом году понял, что мне надо есть 3 раза в день. Я теперь буду есть 3 раза в день. У всех у нас это по умолчанию происходит. Это естественное отношение к вещам, которые нас окружают. И то же самое должно быть с духовной жизнью. Когда дело касается твоего духа, который надо каждый день кормить, его каждый день надо тренировать, его каждый день надо испытывать, чтобы он внутри становился мощнее, могущественнее. И этой духовной жизни нужно покоряться. И вот когда дело касается, к примеру, того, что связано с целями, если там у тебя твоя духовная жизнь на самом низу или в самом низу находится, я тебе могу сказать, от этого будет зависеть все. Либо ты достигаешь, либо ты двигаешься, либо ты ни к чему не приходишь. Важно, например, когда мы смотрим на то же самое экранное время, и это всегда показательно. Если у тебя очень много времени на то, чтобы сидеть в YouTube, на то, чтобы там, играть в игры, в конце концов, там, заниматься какой-то, извиняюсь за выражение, чухней, я тебе могу сказать, скорее всего, у тебя нет четкой, понятной цели, за которой ты бежишь каждый день. Согласитесь со мной? Если бы ты каждый день систематично бежал к какой-то цели, ты прилагал бы для этого какие-то усилия, у тебя бы просто не оставалось времени ни на что другое. Чаще всего люди целеустремленные, это люди, которые не распыляют свою жизнь на всякую ерунду, потому что у них и так времени. В 24 часах в сутках у них не хватает времени. Если ты сегодня целеустремленный человек, это всегда будет связано с твоим временем, и ты не будешь человеком, который свое время просто прожигает ни на что. Когда ты смотришь за чужой жизнью в Инстаграме, кто, как, где, с кем, когда, во сколько, почему, что наделал, что ел, что пил, с кем встретился. Да какая разница тебе до этого? У тебя столько своих проектов, которые ты хочешь реализовывать, тебе не до жизни других людей. И единственное, чем ты там будешь заниматься в Инстаграме, это может быть какие-то обучающие вещи, какие-то вещи, которые тебя созидают, которые тебя куда-то двигают, вдохновляют на что-то. И это то, что станет инструментом для тебя, а не проклятием, где ты просто потерял время, где ты потерял свою радость, потому что смотришь на жизнь других людей, у которых все удалось. Радость-то теряется. Друзья, мы говорим о целях, и я очень сильно хотел бы, чтобы мы задавались вопросом, куда мы идем, что мы развиваем, какие наши приоритеты, какие наши ценности. Чтобы периодически мы просто смотрели, вот прошел день, что я достиг? Начинается новый день завтра, начинается новая неделя. Куда я иду? Что я хочу достигать? Есть у тебя расписание уже на эту новую неделю, которую ты вместе с Господом строишь? Да, есть, например, у многих из нас, у нас понятное расписание. Мы встаем в определенное время, мы там в 9 часов должны быть на работе, после 5 у нас работа заканчивается, мы там как-то добираемся до дома по пробкам или после 6, у кого как. И потом, знаете, именно эти свободные моменты, на что ты их посвящаешь? Куда ты идешь в это время?
Вот с 6 до момента, пока ты не ляжешь. С момента, пока ты встал, до 9. Вот это вот время, которое не занято твоей работой, заполни его вещами, которые Дух Божий, которые Бог вкладывает в твое сердце. Делай это. Может быть, кого-то посетить, может быть, кому-то что-то написать, может быть, послушать какие-то проповеди. Слава Богу, у нас сегодня, благодаря YouTube, благодаря вообще интернету, у нас сегодня есть столько возможностей, которые мы не имели еще 20 лет назад. Я вот, знаете, вот на прошлой неделе пообщался с 3 мужами веры. С Лестером Самралом, с Дереком Принсом и с Оралом Робертсом. Пообщался и от каждого получил вдохновение. Они на небесах живут. Они там уже занимаются своей жизнью. Они с Иисусом каждое утро обнимаются. У них там свои дела. Но они оставили наследие, которым я могу сегодня пользоваться. И я слушаю их проповеди. Я назидаюсь вещами, которые эти мужи Божии получили с неба и которым они благословили тело Христа. И, например, вот от Дерека Принса я в очередной раз, слушая этого мужа Божьего, получил откровение. И это, причем, знаете, это откровение, которое мы все знаем, но где-то, может быть, оно затерлось, может быть, мы об этом забываем, может быть, мы на это даже не обращаем внимания. И вот, например, Дерек Принс говорит, что как Иисус будет строить в последнее время свою истинную церковь, где огромное количество людей, посвятивших себя, послушных своему Господу, которые называют Господа Иисуса Христа хозяином своей жизни и полностью своей жизни Ему передали, это будет в истинной церкви. Он говорит, точно так же, параллельно Антихрист строит лжецерковь. На лжедоктринах, на лжеучениях, на лже каких-то взглядах, и где лже-Иисус будет править невестой. И ты думаешь, в смысле лже-Иисус? Это тот Иисус, которого нет в Библии. Это тот Иисус, которого просто некоторые проповедники якобы берут из Библии и переворачивают так, как им удобно. И они представляют Христа не тем, кем Он является в Новом Завете. Я вот буквально сегодня читал 2 послание Коринфянам, 11 главу. Здесь написано так, 3 стих. «Боюсь, что как Ева была обманута хитрым змеем, так и ваши умы могут уклониться от искреннего и чистого посвящения Христу». Вот, подождите, давайте дальше не будем читать. Я хочу задать вопрос, дорогие друзья. В прошлый раз я проповедовал о посвящении. Мы до этого говорили о целях, о стремлениях. Вот кто из вас в течение этой недели, вы открыли эти места Писания, связанные с посвящением, с целями, с стремлением? Спасибо большое. Вот эти вот все слова и синонимы этих слов. Кто из вас вы взяли, открыли и изучали это? А? Иоанн говорит во 2 послании, у него было 3 послания и 1 Евангелие. И он говорит, я узнал, что многие из моих детей ходят в истине. И он говорит, я очень счастлив и рад. Знаете, вот я как служитель Божий, я был бы очень счастлив и рад, зная, что ты ежедневно изучаешь Писание, потому что это Писание даст тебе благо, жизнь, здоровье, преуспевание, потому что это то, что является источником веры, это то, что является источником настоящего Божьего библейского движения в твоей жизни. Друзья, не игнорируйте это. Поэтому, если вдруг вы не делали это домашнее задание, придите на этой неделе, снова откройте слово «цели», «посвящение», «стремление» и начните это делать. Потому что это нужно для вашего духовного роста. Я это делаю. Каждый день я читаю Слово Божие. Каждый день на протяжении уже 30 лет я изучаю разные темы. Разные темы я открываю, мне интересно, а что Библия об этом говорит, а что Библия о том говорит, а как Библия к этому относится, а как Библия смотрит на эту ситуацию, а как Библия смотрит на ту ситуацию. Все наши движения в нашей жизни, они должны быть основаны на Слове Божьем. Только тогда мы будем иметь успех, и он будет нам обеспечен. Так вот, читая дальше, он говорит: смотрите, чтобы как Ева вы не уклонились от искреннего и чистого посвящения Христу. И дальше. Если к вам кто-либо приходит и возвещает вам не того Иисуса, которого мы возвещали, или если вы получили не того Духа, какого вы уже получили, или не ту радостную весть, которую вы уже приняли, то вы все это прекрасно терпите. Он упрекает их, что они принимают не того Иисуса, не того Духа и не ту благую весть.
Прикиньте, есть не тот Иисус. Ты спросишь, как это так? Сегодня очень популярно, например, экуменическое движение на этой земле. Это когда Иисуса опускают на уровень каких-то людей, на уровень какого-то человеческого пророка, на уровень какого-то философа, гуру и т.д. и т.п. И делают или ставят его в один ряд с этими так называемыми известными там основоположниками каких-то религий. Но Иисус это не просто человек, учитель, гуру. Иисус это прежде всего вечно существующее Слово Божие, благодаря которому небеса сотворены. Иисус это вечно существующий Господь, который будет судить и живых, и мертвых. И Он никакого отношения не имеет ни к людям, ни к гуру, ни к философам и т.д. и т.п. И когда в церковь закрадывается это, знаете, вот умоление Христа на уровень, вот, ну какая разница, у нас у всех там похожие религии. В смысле? В смысле? Экуменизм, это слово такое, с одной стороны, прикольное, с другой стороны, очень страшное, потому что в церковь Христову вкрадывается это состояние, когда мы начинаем верить не в того Иисуса. Иисус, прежде всего, это Бог, который был вечно и который будет вечно. Вторая вещь, когда не тот Христос, это знаете, когда Иисуса Христа, если, например, первые это экуменисты, вторые это социалисты. Они представляют Иисуса, который пришел на эту землю, чтобы всех уравнять в правах, чтобы со всеми согласиться, бедным отобрать и имущество у богатых отдать бедным, а богатым сказать, нормально живите так, как живете, и всех уравнять под одну гребенку. Это, знаете, многие люди почему-то думают, что Иисус пришел изменить политический строй. Многие люди почему-то думают, что Иисус это какой-то национальный герой, который должен поднять целую нацию и возвысить одну нацию над другой. Нет, Иисус прежде всего это тот, который пришел простить людям их грех, тем, которые обращаются от этого греха. Он не пришел заниматься гуманитарной работой. Он не пришел заниматься социальной работой, не надо это путать. Да, одно дело, когда церковь, она проповедуя Евангелие, она при этом делает еще какие-то добрые дела. Но когда церковь занята вместо проповеди Евангелия и спасения людей из греха, она занята бесконечными добрыми делами, социальной работой, какими-то реабилитациями людей в общество или и т.д. и т.п. Если на первом месте не стоит то, что стояло у Христа, прийти и спасти грешников. Знаете, это лже-Христос. Это такой социальный, социалистический Христос, который пришел просто людям сделать хорошо, чтобы они прожили хорошо на этой земле. Нет, нет. Иисус даже больше говорил. Он говорит, если вы думаете, что я пришел добро принести, он говорит, я пришел, чтобы разделить семью. Чтобы меч был между семьей, между теми, кто верует, и между теми, которые не веруют. Прикиньте. А самое популярное – это третье. Это то, что в лженевесте или в лжецеркви будет культивироваться все больше и больше. Это Христос рождественский, как его там звали, этого мужика? Санта-Клаус. Это Христос, который под нашу дудку играет. Ой, ты же знаешь, что мне плохо, я так не могу, Иисус, поэтому, пожалуйста, давай изменим правила. Иисус говорит с неба, да, меняем правила ради тебя. Все, ради тебя меняем все установки и будем делать так, как тебе нравится. Это Христос, который не является судьей, это Христос, который не способен дисциплинировать свой народ и свою церковь. Это Христос, который не способен устанавливать рамки, запреты, ограничения, границы. Это вот все, что связано с этим. Такое либеральное богословие. Главное, чтобы мы все любили друг друга и улыбались друг другу. Но от того, что ты живешь с мужчиной, с которым ты не расписана, от того, что ты по утрам смотришь порнографию, от того, что твое сердце полно бесконечной зависти, это вообще ни на что не влияет. Главное, чтобы любил людей и улыбался. Знаете, это такой комфортный Иисус, которому... Я слышал, как люди предъявляют претензии. Почему ты мне, Бог, вон то не дал? Почему ты мне, Бог, там все отдыхали в этом году где-нибудь там во Вьетнаме? Почему ты мне даже в Таиланд не дал возможность поехать? Почему? Я жестоко молился за это. Ты не можешь указывать Христу.
Настоящее поклонение Христу – это когда не ты ему указываешь, а когда Он тебе говорит, потому что Он господин, куриос по-гречески. Это значит твой хозяин. Знаете, чем отличается лжецерковь от истинной церкви? Во лжецеркви люди поклоняются удобному им Богу. Они придумали комфортного для них Бога, который подстраивается под их ситуации, под их обстоятельства, под их грехи, под их образ жизни. Это как бы такой, знаете, слуга на небесах, который делает все, что им нравится и хочется. Отсюда гиперблагодать вообще. А настоящая церковь – это церковь людей, которые собрались Духом Божьим, которые чувствуют призыв от Духа Божьего и которые сказали: Бог, вся моя жизнь без остатка принадлежит Тебе. И что Ты скажешь? Как Ты скажешь? Я буду этим жить, и я буду в этом двигаться. Когда мы говорим о настоящей церкви, мы все столкнемся с этим. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 14 стиха. Очень многим людям нравится это место Писания. Потому что Христос здесь такой добрый, и Он говорит о себе: я хороший пастух, я знаю своих, а они знают меня. Подобно тому, как Отец знает меня, и я знаю Отца, я отдаю жизнь мою за овец. У меня есть и другие овцы, не из этого загона. Их я тоже должен привести, они тоже будут послушны моему голосу. И будет одно стадо и один пастух. Вы же не верите мне, потому что вы не из моих овец. Если мы просто будем обращать внимание на Иисуса, добрый пастух. У нас сразу представление в длинной красивой белой накидке с таким посохом. Он идет по горам, ведет нас в небеса, в открытую дверь, которая была открыта через Его голгофскую жертву. А я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, как Он нас называет. Нас, тебя и меня. Как там написано про тебя? Кто ты такой? Можешь сказать: я овца. Прикиньте, в этом мире, да, сегодня некоторым там людям, которые там что-нибудь натворят, говорят: вот овца, блин. Это такое ругательство. А почему? Потому что вот из всех животных, о которых мы можем там читать, овца, мне кажется, самая безобидная. Но вот согласитесь, ты не ждешь от нее, что она там из-под тишка тебя как-то раз возьмет и укусит. Ты такой к овцам подошел, они блеют, и ты там руку засовываешь, и вдруг одна овца, хоп, тебя и за руку укусила. Ну не было ж такого никогда. Было, да? Бывает. Это твои детские страхи. Меня осел укусил в детстве. Они могут кусаться. Меня собаки кусали. Козлы, они могут укусить. Мало того, что они тебя бодануть так могут, что будешь лететь еще ого-го, куда. Знаете, от овцы очень сложно услышать такое восклицание: я с тобой не пойду туда, к этим зеленым пастбищам. Мне не нравятся эти зеленые. Я буду здесь, около этой лужи стоять, и вообще ты ничего со мной не сделаешь. Овца – это не осел. Это осла можно пинать, его можно гнать, ему лапы можешь ломать. Если он уперся, он будет стоять. Поэтому некоторым христианам нужно иногда вспоминать, что мы не ослы. Зачем нам упираться в каких-то вещах? Богу приходится иногда с нами разговаривать. Сначала Духом Божьим с нами говорит, потом через служителей нам говорит, потом через просто совершенно даже посторонних людей нам говорит. Он как будто бы все источники пробует, чтобы нас сдвинуть с каких-то вещей. Он, я не знаю, он, наверное, думает: Господи, вот что с ним сделать, чтобы он овцой стал? Знаете, нам нужно принять, что мы овцы, и мы нуждаемся в голосе Божьем. Мы овцы, и вот когда ты понимаешь, что ты овца, ты не знаешь, куда тебе двигаться, ты не знаешь, как тебе жить. Ты беззащитное животное, ты нуждаешься в постоянной поддержке, помощи, ты нуждаешься в защите своего пастуха. Это всегда будет подстегивать тебя к тому, чтобы искать Бога. Вот с этого начинается наше настоящее посвящение. Когда я внутри смиряюсь, я внутри сдаюсь, и я говорю: Господь, я до того, как встретился с Тобой, я мог все. Но с этого дня я посвящаю свою жизнь, как овца, я посвящаю свою жизнь Тебе. Ты веди меня, двигай мной, управляй мной. Если я иду куда-то не туда, подталкивай меня своим жезлом, если необходимо. Если мы будем внимательны, Он говорит про
овец из еврейского народа. И там дальше он говорит о том, что есть овцы, если мы чуть-чуть перелистнем обратно, да, там написано так, что есть овцы не из этого загона. Мы все были не из этого загона. Сегодня нас Господь собрал в свои загоны, и Он говорит, теперь вы мой народ. Знаете, это такая честь быть Божьей овцой усыновленной. Помните Давида, который был царь, победитель, человек, который видел невероятные свершения, человек, который рулил миллиардами долларов. И этот человек говорил, Господь пастырь мой. Он просто говорил о том, что он овца Божия. И это было посвящение и смирение в сердце человека, достигшего. Тем более мы, которые на его фоне вообще никто, тем более нам легко должно быть просто сказать, я овца. Я историю помню, когда один брат пришел проповедовать в тюрьму. И там один вышел и говорит, что ты нам тут рассказываешь? Ты хочешь, чтобы мы все стали овцами? А он говорит, я хочу тебя расстроить. Когда ты столкнешься с Богом, у него вообще есть только две категории людей. Две. Есть овцы, которые сами покорили себя Богу. А вторая категория людей – козлы. И он открыл ему это место Писания, Евангелие от Матфея, 25 глава. И он говорит, когда Сын Человеческий придет в своей славе, и с ним все ангелы, тогда он сядет на престоле своей славы. Перед ним будут собраны все народы. И он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец он поставит по правую сторону от себя, а козлов по левую сторону от себя. Ребят, если мы отказываемся быть овцами Божьими, у нас нет другой перспективы, как оказаться по левую сторону, а там та еще банда. Я не думаю, что это то место, ради которого Господь нас призвал, чтобы мы оказались в загоне козлов. Кто такие козлы? Это те, которые все знают, у них все по-своему делается, у них вот такие рога, и что бы им ни сказал пастух, он прежде всего этого пастуха рогами начинает бодать. Ребят, это наше отношение к нашему господину, куриосу, хозяину наших жизней. Мы не можем с ним торговаться, мы не можем с ним перепираться, мы не можем ему указывать. Это не наша даже возможность, не то что ответственность. У нас нет такой возможности. Потому что мы люди, которые посвятили себя, и мы стали овцами Божьими. Давно в юности, как в юности, это было время, когда у меня не было седых волос, у меня даже не было еще жены тогда. Я осваивал первую профессию в своей жизни. Я тогда не знал, что это будет пророческая профессия. Если мы посмотрим пророков, у нас есть два места из пророков, и Иеремия, и Исаия. Это я потом уже, когда начал читать Библию, стал понимать. Вау! А я, оказывается, как Господь. У меня была такая же профессия, как у него. И Иеремия говорит, получил слово от Господа и пошел в мастерскую горшечника. И увидел там, как он работает за гончарным кругом. Я был горшечником с 92 года. Это была моя первая профессия, которую я познавал, с которой я столкнулся. И я мог делать как вот от таких горшков, так вот до таких ваз. То есть я мог изготавливать разного рода сосуды из глины. И я очень хорошо знаю эту работу. Не понаслышке. И когда я читал это место Писания, я очень хорошо переживал это место Писания на собственной шкуре. Я понимал, что здесь говорит пророк. И пророк, он говорит, я увидел, как горшечник работает за гончарным кругом. Сосуд, который он делал из глины, развалился у него в руках. Как много раз у меня в руках разваливались эти сосуды. И дальше написано, горшечник сделал из него другой, какой ему захотелось. И вновь было слово Господа ко мне, Господня ко мне. О, дом Израиля, разве я не могу сделать с вами того же, что делает этот горшечник, возвещает Господь? Что глина в руках горшечника, то и вы в моей руке, дом Израиля. И давай сразу Исаия посмотрим. И там как будто бы продолжение этого повествования, 45 глава Исаия, 9 стих. «Горе тому, кто припирается со своим Создателем, кто лишь черепок среди черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Скажет ли дело твое, ты такой безрукий?» Знаете, вот много раз я приходил за этот свой рабочий горшечный круг или гончарный круг. Много раз я, начиная с самого нуля, когда ты просто выбираешь глину, замачиваешь глину, даешь ей, просеиваешь ее, даешь ей отстояться, потом ты эту глину мнешь и так, и сяк. Много раз я занимался этим, такая монотонная работа, но ни разу от этой глины я не услышал, ты чё? Я не хочу.
Я хочу, чтобы ты сделал из меня... Знаете, я ни разу не слышал, чтобы глина мне указывала, что я сделаю. Я делал то, что я считал нужным из этой глины или из этого типа глины. Была у нас глина, она была специально привезена для того, чтобы были простейшие горшки изготовлены, без всякого изыска. Была особенная глина, она была супер такая, знаете, пластичная, для того, чтобы из нее здоровенные горшки делать. По-разному готовилась эта глина. Но эта глина, она всегда в руках гончара, и он хозяин того, что будет сделано. Точно так же твоя жизнь, это как глина, это то, что принадлежит сегодня рукам Божьим. И если ты себя посвятил Христу, тогда и доверь Ему, что Он с тобой сделает свою работу. И если надо Ему сегодня мять тебя, пусть Он мнет тебя. О, я так не хочу, чтобы меня мяли. Я так не хочу, чтобы у меня были эти трудности и испытания. Я так не хочу эти проблемы. Почему? У всех все нормально, у меня все как не у человека. Просто Господь тебя мнет сегодня. Потому что чем больше тебя мнут, тем более гибким ты становишься и пластичным ты становишься. Ты станешь тем хорошим материалом, из которого можно построить или слепить хороший горшок, вазу прекрасную, которая будет радовать Творца. Сколько у нас неправильного отношения. Мы относимся к Господу, будто Он нам чем-то обязан. Мы относимся к Господу, будто бы это Он сегодня должен нам служить, а не мы Ему должны служить. Будто бы Он сегодня должен крутиться вокруг нас, а не мы должны крутиться вокруг Его планов, целей, задач, и желаний и тому подобного. Я слышал историю одного человека, он собирался эмигрировать, и мы его спросили: слушай, а ты уверен, что Господь хочет, чтобы ты эмигрировал? Ты уверен, что Господь хочет, чтобы ты жил в том месте, куда ты собрался ехать? И я помню тогда феноменальные слова, которые этот человек сказал. Это человек, который никогда не был овцой. Это человек, который так никогда не стал в руках Божьих глиной. Он сказал: да куда бы я ни захотел поехать, Господь поедет со мной. Да, и везде меня благословит. В смысле? С чего ты это взял? Когда мы читаем Библию, и когда мы смотрим на библейского Христа, мы видим, что когда я покорен Ему, когда я выбираю Его планы, когда я ищу и выбираю Его волю, только тогда я буду счастливым, только тогда я буду находиться в центре Его Божьих благословений. Да, Он не даст себе умереть с голоду, да, Он не даст себе там, может быть, на чужбине умереть от стыда от какого-то, потому что Он все еще продолжает любить этих людей. Но это люди, которые просто поставили себя выше Христа, свою волю, свои планы, выше планов и воли Христовой. Когда мы вот говорим о целях, я всегда возвращаю людей. 4 глобальные цели в твоей жизни. Где ты будешь жить? С кем ты будешь жить? Профессиональная твоя деятельность и служение твое. И вот знаете, вот когда мы говорим про служение твое, я встречаю людей по всем церквям, вот где бы я ни был, которые приходят и спрашивают: какое мое служение? О, кто я в служении? Пророк я, апостол я? Или кто я? Скажи мне, брат, кто я? Я всегда охота приземлить такого человека, сказать: овца ты. Но боюсь, что люди неправильно меня поймут. Они подумают, что я каким-то образом глумлюсь над ними или унижаю их каким-то образом. Но на самом деле нет никакого моего служения в теле Христа. Если сегодня мне Бог скажет заниматься детским служением, вот оно мое служение. Завтра, может быть, Он скажет: иди по улицам и проповедуй Евангелие людям, которые там бездомные, или еще какое-то служение. Он вложит в мое сердце делать что-то завтра, сегодня. Все, что мне нужно делать, это просто делать верно, как для Него этот труд. Вот мое служение. Апостол я при этом, пророк я для этих ребят. Кто я? Не знаю, кто я. Знаете, вот когда слышишь этих людей, которые носятся вокруг себя, они вокруг себя носятся, у них нет желания волю Божию искать на сегодняшний день. Даже если ты пророк, даже если какой-то человек приехал и сказал: ты там одна из величайших звезд, которая восстанет на небосклоне Кыргызстана в духовном мире. Если даже ты такое величайшее пророчество получил, пойми, чтобы тебе к этому прийти, во-первых, годы пройдут, во-вторых, это годы верного, послушного труда. И иногда незаметного, кропотливого, где Бог тебя как глину мнет, где Он из тебя выковыривает все эти камушки, которые
потом проблемы могут возникнуть из-за этих камушков. Не переживайте, друзья. Если мы сегодня посвятили себя на то, чтобы быть овцами Божьими, если мы посвятили себя на то, чтобы быть глиной, не переживайте о том, что у нас все идет не туда, идет не так. Потому что Он лучше знает, как и куда. Столько у нас переживаний, столько у нас от этого вот этих вот внутренних бед, что я запланировала, все пошло не так. Да слава Богу, ты учись чему-то через это. Когда с тобой какая-то ситуация, просто Римлянам 8:28, пусть это будет как бесконечно провозглашаемое тобою слово в любой ситуации, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что-то пошло не так, это будет содействовать ко благу. Значит, я через это чему-то научусь. Какие-то непонятки возникли. Значит, я через это чему-то научусь. И знаете, я еще больше хочу сказать. Самое лучшее обучение – это самое дорогое обучение в нашей жизни. Самое глупое обучение или самое бесполезное часто обучение – это вот бесплатное обучение. Потому что мы за это ничего не заплатили, нам это ничего не стоило. И чаще всего к бесплатному обучению мы как относимся? Пропустил, прогулял, проспал, пришел, просто просидел. А когда ты заплатил денежки за это? Вот я представляю, например, сегодня вы были бы на каком-то семинаре, за который сейчас огромное количество коучей по развитию личности, да. И они обучают библейским вещам практически, но с позиции психологии, с позиции там бизнеса. Для того, чтобы попасть на эти обучающие тренинги, надо вот столько денег заплатить. И я не думаю, что кто-то пришел бы, заплатил, к примеру, там $1000 за эти уроки и просто спал. Или да, не пришел, что-то там как-то пробки, теща приехала, там, не знаю, ребенок закашлял почему-то, я останусь дома. Да нет ни одного такого, потому что тебе это обучение что-то стоит. Поэтому иногда самые лучшие обучения, которые мы из жизни берем, это когда нам это дорого стоило. Самое лучшее обучение в моей жизни, это когда это мне дорого стоило. Если мы сегодня соглашаемся с тем, что мы в Его руках глина, что мы овцы Его стада, тогда мы откликнемся как минимум на 4 уровня посвящения в своей жизни. Когда мы только приходим ко Христу. Первый уровень – это начальный уровень. Если этого уровня не произошло, не случилось в твоей жизни, второго никогда не будет. Первый уровень – это когда ты решил для себя, что ты будешь делать с грехами своего прошлого. Ты просто решил, что это была неправильная жизнь, это была жизнь без Христа, противная Христу, невыносимая для моего Господа. Поэтому я оставляю эту прошлую жизнь. Поэтому, если необходимо, я встречусь с людьми, попрошу у них прощения. Я вскрою свои грехи и отрежу их, как вот этот, знаете, злой пушистый хвост от своей жизни, который вот так вот ты шел, а он волочился за тобой и тянул тебя назад. Друзья, первый уровень посвящения, с чего начинают овцы Божии, которых Христос находит, они решают для себя, что они будут делать с грехом. И когда ты смотришь в церкви, например, человек 5, 7, 10 лет ходит, и он курит, это говорит мне всегда только об одном, что этот человек так и не посвятил себя Христу. Христос так и не стал для него пастухом, а он так и не стал овцой Божией. Он просто хочет на своих условиях, на своих каких-то правилах, принципах влететь в Царство Божие. Не получится, дружок. Ты можешь влететь хоть куда, но не в Царство Божие. И хоть на что можешь влететь, но не на спасение, да. Когда у тебя непонятно, например, ты встречаешь своих старых кентов, с которыми ты там куролесил, грешил, и они не знают, что ты христианин, они не знают, что ты оставил прежнюю жизнь, они тебе, go to sit, и ты им ответить ничего не можешь. Это всегда говорит о том, что ты даже не на первом уровне посвящения. Но когда они тебя встречают, у них единственный должен быть вопрос: что ты все еще в своей церкви? Что ты все еще веришь в своего Бога? Вот какие вопросы эти люди могут задавать тебе. Второй уровень посвящения, знаете, когда ты первый уже прошел, ты для себя принял, что ты обрежешь старую свою жизнь, выкинешь ее со своего пути, из своей судьбы. Второе, ты скажешь: Господь, с этого дня все мои планы – это твои планы. Не так, что все мои планы – это твои планы, Господь. Некоторые путают эти понятия. Знаете, вот есть такой известный религиозный деятель, про него говорят: все, что он сказал от имени Бога. И иногда этих людей слушаешь, они всякую чухню несут. И они попутали немножко.
Вместо того, чтобы говорить то, что сказал Бог, они говорят что-то сами и выдают это за Божие. Также многие люди, они решают определенным образом свою жизнь потратить на определенные вещи и говорят: Бог мне сказал. Бог мне сказал не ходить на воскресное собрание. Бог не мог тебе такого сказать. Бог мне сказал развестись со старой женой, на молодой жениться. Да Бог не мог тебе этого сказать. Бог не мог тебе этого сказать. Это было бы тогда прописано в Его священном слове. Бог мне сказал, что нет ни одной правильной церкви в этом городе. Я один, одинокий там волк. Волк именно. Буду сидеть сам с собой, с Христом общаться. Уровень обольщения космос. Когда таких людей встречаете, когда вот вообще люди, которые вас окружают, они с подобными идеями, знайте одно, это люди, которые так и не встали, может быть, на второй уровень. Да, может быть, они не грешат откровенными какими-то грехами, но у них уровень обольщения космос, потому что они так и не посвятили свою жизнь Христу. Они не сказали: ребят, это то, что мы должны говорить постоянно. Бог, твои планы пусть будут моими планами. То, что ты для меня хочешь, пусть это будет частью моего огромного желания. Мы молились, когда у нас церковь только начиналась. Я помню, Алина молилась такими словами: Господь, все те люди, которых ты хотел бы видеть в нашей церкви, пусть они будут в нашей церкви. А все, кто не должны там быть, пусть их не будет. И я, знаете, как человек, который хочу больше, 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 чтобы мы росли, росли, как на дрожжах. Я думаю, какая-то молитва странная. Потом ты со временем понимаешь, что это самая лучшая молитва. Потому что Христос не хочет, чтобы смешивалась, знаете, вот эта вот церковь, которая поклоняется Богу и ставит Его на первое место, с церковью, вот этой лже-церковью, которая хочет своих планов, которая хочет своего комфорта, которая хочет верить в своего какого-то выдуманного Бога, которая обижается на этого Бога, потому что, видите ли, в этом году Бог мне Лексус не дал. Что за Бог, что за церковь? Не буду больше туда ходить, не буду больше в него. Смирись с тем, что, может быть, всю свою жизнь ты не получишь никакой Lexus. Смирись с этим. Смирись с тем, что, может быть, ты никогда Мальдивов не увидишь и пальму не понюхаешь своими этими носами. Смирись с этим. Просто скажи: Господь, если мне надо прожить всю мою жизнь здесь, я готов. Если мне надо вот всю мою жизнь проходить пешком или на электросамокате проездить, я готов. Ребят, это внутреннее смирение, это отношение к Богу. Я утрирую, конечно, какие-то вещи. Слава Богу, когда мы верны Богу, мы будем видеть бесконечную благость Его, мы будем видеть бесконечно благословляющую руку Его. Но все начинается с момента, когда мы свои планы покоряем Ему, и мы говорим: Господь, у меня были мои планы. Я хотел бы быть кем-то вне Тебя, но я покоряюсь Тебе, и я буду тем, и буду там, где Ты хочешь меня видеть и кем Ты хочешь меня видеть. Третий уровень нашей покорности. Знаете, это немножечко еще круче, чем просто планы свои посвятить Господу. Это когда любая ситуация твоей жизни, она базируется не на твоих добрых взглядах, не на твоем культурном наследии, не на том, что тебе выгоднее или приемлемо в данный момент для тебя, а на том, что говорит Писание о тебе. И о том, что говорит Библия об этой ситуации. Есть куча людей, которые, они вроде бы посвящены Господу, но когда ты слушаешь, о чем эти люди говорят, ты понимаешь, что этот человек либо не знает Слова Божие, либо он не готов этому Слову Божьему покоряться. Это может касаться твоего исцеления. Если ты сегодня смирился с болезнью, я тебе могу сказать, ты смирился с врагом. Я всегда вспоминаю эти слова Т.Л. Осборна, который говорит: это не грех болеть, грех верить в болезнь. Грех верить в то, что эта болезнь от Бога навеки для тебя. Грех смиряться с болезнью. Это точно так же, как просто грех, когда ты смиряешься с грехом в своей жизни. Когда ты говоришь: ну все так живут. Посмотри, что Библия об этом говорит. И начни этому противостоять. Начни с этим что-то делать. В любой ситуации твоей жизни. Когда ты сталкиваешься с какой-то непоняткой в своей жизни, возьми эту тему и посмотри, что Библия об этом говорит. Я помню, однажды меня избили за Евангелие. Я прибежал домой, это была глубокая ночь. Я прибежал домой, я не стал жаловаться Богу и говорить, как я плохо живу, меня сегодня побили за Твое имя. Я открыл слово гонение, притеснение, побои. Я открыл это и полночи изучал это для себя. Тогда еще бумажные симфонии были. Я выписывал какие-то места Писания, и я понял, что в этот вечер я был самым блаженным человеком. Потому что там одно из мест Писания, когда я дошел: блаженны вы, когда вас гонят за имя мое. Я думаю: халлелуя.
Аллилуйя! Ты совсем по-другому будешь смотреть на ситуации, обстоятельства, когда ты будешь позволять Слову Божьему проникать в твою жизнь в тех ситуациях или обстоятельствах, или каких-то непонятках, которые с тобой сегодня происходят. Если ты хочешь бизнесом заниматься, узнай все, что Библия говорит о бизнесе, о деньгах, о работе, о том, как к этому относиться, и стань библейским верующим. Если ты хочешь сегодня построить хорошую семью и хочешь быть прекрасным мужем, узнай все, что Библия говорит о мужьях. Если ты хочешь сегодня вырастить и воспитать прекрасных детей, посмотри, что Библия говорит о воспитании детей. У нас столько гуманистических идей, как нам надо относиться к детям. Знаете, я вам могу сказать, дорогие друзья, самые страшные отморозки, которые сегодня существуют на земле, это дети, которые выросли в безнаказанности. Никто мне ничего другого не... Это не значит, что я должен избивать своего ребенка розгами. Это другая крайность. Я не об этом говорю. Это дети, которых не дисциплинировали. Потом они становятся христианами, которых невозможно дисциплинировать. Они становятся мужьями, в чью жизнь ты уже ничего не можешь сказать, как ты его дисциплинировать. Они становятся женами, которых невозможно дисциплинировать. И нет для них никакого указа. Ни Христос для них не указ, ни Библия. Почему? Да потому что они с детства привыкли. Все, что бы они ни делали, никто не может поперек им ничего сделать и сказать. Дети с детства должны понимать, что родители выставляют границы. Родители – это те люди, которые управляют границами, что можно, а что нельзя, что дозволено, а что нет. И каждый ребенок, послушайте меня внимательно, он будет проверять твои границы. Оп. Ага, промолчала. Оп-оп. Промолчала. Оп-оп-оп-оп. Молчит. И потом он топтаться будет на тебе, на твоем слове, на твоих повелениях, запретах. Он должен понимать каждый раз, оп. Некоторые люди говорят, как можно наказывать маленьких детей? Очень просто можно наказывать маленьких детей. Вот у меня сидит маленький ребенок. Если вы у него спросите, как тебя папа наказывает, он не скажет, что папа берет там свой черный ремень, снимает и лупасит меня, куда попадет. Это странный папа вообще, который в гневе наказывает ребенка. Но папа может просто взять и ограничить какие-то блага у этого ребенка. Был телефон и нет телефона. Было какое-то благо и нет. Знаете, другая крайность есть, когда люди начинают наказывать совершенно глупыми вещами. Например, стой в углу и молчи. Мы с тобой теперь полвечера разговаривать не будем. Ты в него отверженность впихнешь в это время. Это не наказание. Это просто издевательство над ребенком. На соль встань. Это не наказание, это издевательство. Когда твой ребенок, ты его наказал, ты его в чем-то ограничил, и он подошел, он тебя обнял, сказал, папа, я понимаю, что я был неправ, прости меня, пожалуйста. Ты говоришь, я тебя очень сильно люблю, я тебя прощаю. Ты не меняешь своего отношения к этому ребенку, ты не ходишь, не дуешься на него, все, мы с тобой не разговариваем. Ты теперь, отдельно будешь питаться. Нет, некоторые наказывают так, что как будто в концлагере у него ребенок там воспитывается или в армии в какой-то воспитывается. Нет, ребенок должен понимать, что папа установил правила, эти правила хорошие. Если ты за эти границы будешь перепрыгивать, это знаете, вот как вот, например, кто в Караколе был, когда вы катались по трассе, трасса ограждена, согласитесь, она ограничена определенными этими заборами. И ты такой красавчик, а я могу через забор. Да ты красавчик, конечно, там просто пропасть, там хандец тебе придет. Это как ты едешь, когда на Иссык-Куль по Баумскому ущелью. И ты такой, ой, что эти границы? Мне эти границы вообще не вдомек. Мне фиолетово до этих границ. Ну давай. Просто тебя потом эвакуатором ни живого, ни мертвого будут из реки вытаскивать твой автомобиль. Границы – это хорошо. Ребят, границы – это хорошо. Наши границы устанавливают наши отцы. Наш Отец Небесный нам сегодня границу устанавливает. Есть границы, например, что допустимо, а что вообще неприемлемо. Неприемлемо, когда Церковь Божия, она боится сказать о том, что, например, она говорит о том, что воровство – это грех. Она говорит о том, что спать с чужой женой – это грех. Но сегодня часть Церкви, она боится сказать, что мужчина, который ляжет с мужчиной, проклят. Его вообще раньше побивали камнями. Это человек, который совершает сегодня грех. Сегодня уже, не в кайф говорить о том, что там мастурбация или анонизм – это грех. Порнография – это грех. Потому что, да кто его знает, может быть, половина людей в этом находятся, уйдут из нашей церкви, деньги перестанут давать. И так формируется лжецерковь. Там половина вещей не говорится. Границ нету, они размыты давным-давно.
Нет понятия того, что приемлемо, что нет. Как каждому угодно, так и живет каждый. 4-й уровень, и это, наверное, самый большой уровень нашего посвящения. Это все проявляется всегда в трудностях и в испытаниях. Одно дело, когда у нас все хорошо, у нас все идет по плану, Господь нас благословляет, дал новую квартиру, бабушку спас, благословил поездкой в Дубай, и ты можешь ходить и улыбаться, и быть счастливым. А другое дело, когда тебя все ненавидят, тебя гонят, когда все пошло не так, ты попал в больницу, у тебя есть какие-то вообще непонятки в твоей жизни, и ты видишь, как будто бы в твоей жизни Христа не стало. Это такие вот форс-мажорные ситуации, вот именно в этот момент кричи: Господь, я снова и снова посвящаю свою жизнь Тебе. И даже если все пойдет не так, я все равно буду Тебя любить. И даже если все случится не так, как нужно, я все равно буду за Тобой следовать. Я все равно буду Тебя проповедовать. Я всегда эту историю вспоминаю, когда у меня родился сын мой первый, и в роддоме лежала моя жена. И я приходил тогда, он сначала не ел, ребенок, а потом он начал быстро худеть, а потом врачи вообще сказали, он умирает, там, и вообще непонятка всякая. Я приходил, знаете, вот с женой разговариваю, она со 2-го этажа там смотрит на тебя, и эти горячие слезы прям тебе на макушку башки падают, и ты вместе с ней скорбишь, что все плохо. И знаете, вот это же так легко развивается в нашей голове, и тебе кажется, что вот ребенок умрет, с ребенком всякие непонятки случатся, а потом все будут тыкать в тебя пальцем и говорить: а ты же проповедовал, что Христос спасает, исцеляет, где твой Христос? И я помню, я тогда сказал: Господь, что бы ни произошло, я все равно буду Тебя любить, я все равно буду проповедовать о Твоей благости, я все равно буду проповедовать о Твоем исцелении, я все равно буду созидать Твою церковь, я все равно последую за Тобой, даже если что-то пойдет не так. Потом через 7 лет это испытание повторилось в моей жизни. Опять мне с этим ребенком пришлось под окнами больницы, разговаривая со своей женой, уходить оттуда и говорить: даже если что-то пойдет не так, даже если опадет, даже если уничтожится, даже если вообще просто я не буду видеть никакого результата, я все равно буду Тебя любить, я все равно буду за Тобой идти. Это тоже посвящение, друзья.